Снова скачки на рынках валют. Что нужно знать таджикам? Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. Таджикская валюта с начала текущего года плавно обесценилась по отношению к американскому доллару и общеевропейской валюте, параллельно укрепляясь к российскому рублю. Согласно официальному курсу Национального банка Таджикистана, самани с 1 января до сегодняшнего дня подешевел к доллару на почти 2%, с 10,20 самани за $1 до 10,38 самани. Более заметно за этот период упал курс местной валюты к евро на почти 3%, с 10,92 до 11,18 самани. Самани к российской валюте с начала года наоборот укрепился на 1,5%, со 144 самани за 1000 рублей до 142 самани. Правда, в отличие от планового изменения соотношения самани к доллару и евро, за это время с курсом рубля были резкие скачки в ту или другую сторону. К примеру, в середине января 1000 рублей стоили почти на 150 самани. Отметим, что прошлый год для таджикской валюты сложился достаточно необычным. Самани укрепился по отношению ко всем вышеназванным валютам. Официальный курс самани к доллару вырос на 9,5%, к евро на почти 15%, к рублю почти на 4%. Наиболее востребованной иностранной валютой в Таджикистане традиционно был американский доллар. Однако в результате перехода Таджикистана и России в двустороннюю торговлю в 2022 году с доллара на рубль спрос на американскую валюту в республике существенно снизился. Дело в том, что около трети импорта товаров и продукции осуществляется из России. Дефицита рубля на валютном рынке Таджикистана, как это бывало с долларом, не наблюдается, так как российская валюта поступает в республику ежедневно большими объемами посредством денежных переводов трудовых мигрантов. Рублевые денежные переводы в Таджикистане по инструкции Национального банка Таджикистана с 2016 года выдаются исключительно в таджикской валюте с конвертацией на момент получения перевода. Соответственно, чем крепче будет курс рубля к самани, тем больше денег получат семьи трудовых мигрантов на пунктах переводов и наоборот. Как вы относитесь к сложившейся ситуации? Ощущаете ли вы на себе скачки валюты? Между тем, российские эксперты после резкого падения курса рубля к доллару и евро прогнозируют продолжение этой тенденции до конца февраля. В четверг, 9 февраля, рубль ослаб по отношению к доллару и евро. Так, курс американца превысил отметку в 73 рубля, а европейца 78 рублей. Таких высоких значений обе валюты в последний раз достигали в России в конце апреля прошлого года. Главный аналитик Телетрейд Марк Гойхман считает, что стали проявляться последствия ограничений на экспорт, эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в Европейский Союз, потолки цен на них для других направлений торговли, а также снижение продаж газа за границу. Руководитель аналитического департамента А-Маркетс Артем Деев объясняет обесценивание рубля резким сокращением доходов Российской Федерации от экспорта товаров в 3,5 раза в январе этого года по сравнению с январем 2022 года. Это влияет на динамику рубля, который продолжит слабеть по мере нарастания проблем с экспортными поставками. Вероятно, в течение февраля курс доллара составит 76-78 рублей, а евро поднимется до отметки 80 рублей, заключил эксперт. Есть ли у вас знакомые или родственники, работающие в России? Как они ощущают себя и изменения на себе курса валют они ощущают или нет, и есть ли сложности с переводом в Таджикистан? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.